Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев посетил Алданский район. Это один из центров золотодобычи региона. Рабочая поездка Айсена Сергеевича началась с осмотра производственных объектов АО «Полюс Алдан». Это Куранахская золотоизвлекательная фабрика, участок кучного выщелачивания. По словам управляющего директора Алексея Носкова, в прошлом году предприятие переработало более 4,6 миллиона тонн руды, произвело более 5 тонн золота. За несколько лет в производство вложили около 6 миллиардов рублей. Компания осваивает новую технологию производства металла – кучное выщелачивание. Первое золото по такой технологии получили в прошлом году. Я, во-первых, на этих предприятиях был достаточно давно уже, так, лет 9 меня там не было. Я увидел, что идет развитие, и то, что, вот, например, в Полюс сделал, так, практически за несколько лет подняв добычу почти в 2 раза, так, это, конечно, очень дорогого стоит. И мне понравилось, что у них есть очень четкие, понятные производственные планы, есть четкое повышение производственной дисциплины, это тоже очень важно для такого крупного добывающего предприятия. Поэтому сейчас уже появился горизонт планирования. Если раньше шел там у них о 10 годах, так, то сейчас уже несколько десятков лет вперед. И, конечно же, это крайне важно для Куранах и в целом для района и для республики. Лидером по внедрению современных технологий добычи драгоценного металла в Алданском районе является группа компаний «Селигдар». Предприятие давно добывает рудное золото с применением технологии кучного выщелачивания. Айсену Сергеевичу показали участок горнорудного комплекса Нижнеякокитский. В прошлом году компания впервые перешла рубеж добычи в 4,5 тонны золота. Выработка руды составила 18 миллионов кубометров. Прирост 20% к уровню 2016 года. Запущенная миллионная фабрика на месторождении Рябиновое теперь позволит добывать драгоценный металл круглогодично. Масштабные планы по освоению и разработке новых месторождений отражены в новой стратегии развития компании сроком на 2018-2024 годы. 7 лет назад месторождение Рябиновое было другое, то есть это был 16 тонн объект средненький. Сейчас мы оцениваем Рябиновое в 40 тонн. Ну и введение этой фабрики позволит нам работать здесь следующие 15-20 лет. Еще одним пунктом пребывания руководителя региона стала акционерная компания «Железные дороги Якутии». Железнодорожники обеспечили доставку угля получателям компании «Колмар». Это 18 миллионов тонн ежегодно. Через 3 года добыча угля здесь вырастет до 22 миллионов тонн. Именно железная дорога станет главным звеном для реализации всех проектов Южной Якутии. С ней власти региона связывают и удешевление северного завоза. Сегодня промышленники, предприниматели, да и простые жители в ожидании запуска в постоянную основу участка дороги Томот-Нижний Бестях. Именно за счет появления железной дороги, например, здесь на юге нашей республики, сегодня, например, мы можем развивать такие проекты, как проекты угледобывающих наших компаний. Они уже сегодня заявляют очень большие объемы, и вот как раз режим постоянной эксплуатации нам необходим для того, чтобы те же объемы Колмара, например, в полном объеме железные дороги Якутии могли вывозить. А, естественно, это повышение их объема, повышение объема деятельности железных дорог Якутии влечет за собой появление новых рабочих мест, появление дополнительных налоговых поступлений в бюджет республики и бюджет района, что, конечно, для нас тоже крайне важно. Вот. И в целом я считаю, что появление железной дороги до Нижнего Бестях, оно уже достаточно серьезно должно снизить стоимость завоза для республики в целом. Ну и, конечно, мы сегодня с генеральным директором также обсуждали и наш вопрос, главный вопрос современности, да, каким образом нам все-таки продумать вопрос о появлении совмещенного железнодорожного автомобильного моста. Но здесь подход простой. Мы должны строить автомобильный мост с расчетом на то, что когда у страны будет все-таки больше возможностей, все-таки да и достроить его до железнодорожного, но при этом, конечно, мы должны понимать, что же мы будем грузить обратно от Якутска, например. Так, вот здесь пока четкого понимания нету. Поэтому я считаю, что железная дорога, она должна у нас развиваться, и, конечно, экономически она очень важна для нашей республики.
Практически все компании, где побывал временно исполняющий обязанности главы, участвуют в программе «Местные кадры в промышленность». В 2017 году трудоустроено порядка 3000 якутян. В планах устройство еще 10 тысяч жителей региона. Меня очень устраивает эта работа, и перспективы очень большие, в этой компании. Мне все устраивает. Замечательная программа, должна она и действовать и во всех предприятиях, во всех организациях, во всех улусах, я считаю так. Временно исполняющий обязанности главы региона провел совещание по социально-экономическому развитию Алданского района. Он отметил, что Алдан, как и прежде, останется флагманом производства всей Якутии. Здесь будет развиваться не только золотодобыча. Алданский район – это пионер индустриализации Якутии. Именно здесь 95 лет началась новая эпоха в истории Якутии. Эпоха индустриальная. С тех пор Алдан всегда был в ряду флагманов нашей промышленности. И сейчас я считаю, что никоим образом Алдан не должен оставаться на заднем плане. Он, наоборот, должен достойно сохранять свое место и даже идти вперед. Потому что сейчас, кроме золотодобычи, здесь, я считаю, что все-таки те перспективные проекты, о которых много говорилось, мы должны начать реализовывать. Начиная от апатитов, заканчивая уже вопросами, связанными с реализацией здесь, на территории Алданского района, проектов нефтяных компаний и «Газпрома». Я считаю, что как раз прохождение через территорию района этих крупных наших трубопроводов, оно дает тоже определенный уже какой-то толчок в развитии тех или иных направлений. И, конечно же, я считаю, что мы должны и наши традиционные отрасли, в первую очередь золотодобычу, никакого образа не забывать. В принципе, планы у всех компаний неплохие. Я встречался с руководителями за это время, 4 недели я руковожу республика. Я встречался и с руководством Полюс золота, и Селигдара, и там, в принципе, планы неплохие. Есть рост, и есть даже не то, что рост есть. У компании есть вполне понятное видение будущего. И это очень важно в нынешней ситуации, что у компании считают, что так мы будем развиваться, так мы будем выходить вперед. И еще раз говорю, мы промышленными районами будем заниматься больше, нежели чем это было раньше. К примеру, в ближайшей перспективе по программе «Газпрома» будут газифицированы Алдан и Ивенкийское село Хатыстыр. В Алданском районе у нас сейчас идет проектирование ИП-газом ГРС Алдан до самого населенного пункта города Алдан. В том числе они проектируют с отводом до населенного пункта Ленинский, населенный пункт Лебединый. Кроме того, будет газифицирован населенный пункт, это город Томот и село Хатыстыр. Рост производства даст району возможность решить многие проблемы, связанные со сносом ветхого аварийного жилья, модернизацией системы жилищно-коммунального хозяйства, позволит снизить безработицу. Алданский район – это один из тех районов республики, которые имеют очень серьезный задел для более устойчивого развития в последующие годы. Он у нас исторически является флагманом, исторически является пионером индустриализации Якутии. Именно здесь 95 лет индустриализация Якутии началась. И сегодня наша задача в ближайшее время с помощью наших крупнейших компаний дать более мощный импульс для развития Алдана. При этом, конечно же, есть ряд вопросов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, вопросы сноса аварийного жилья, вопросы, связанные с трудовыми ресурсами, которые необходимо нам будет решать совместно с руководством района, опять же, в ближайшие годы. Так, я думаю, что здесь мы найдем те возможности, которые помогут району и муниципальным образованием уже внутри района, так эти вопросы более эффективно решать. Радует настрой людей. Видно, что ИС Холонхо, вокруг которого, на самом деле, на мой взгляд, сплотилось очень много людей, очень много населения, не только города Алдана, но и других поселков. Крупные предприятия очень серьезно помогли, и за это им тоже большое спасибо. Так он, на самом деле, вселил в людях какую-то надежду на улучшение, и, конечно, мы должны это все не растерять,
Здесь в Алдане мы, наоборот, должны эту мощную возможность объединения использовать для дальнейшего развития Алданского района. Для привлечения в район других недропользователей, создания производства нужны немалые инвестиции. Их могут дать крупные компании. Для их привлечения государство создает различные инструменты. Один из них – ТАСЭР «Южная Якутия» с благоприятным налоговым режимом для предприятий, другими льготами. В видении Айсена Сергеевича расширение ТАСЭР «Южная Якутия» на территорию соседних с Нерюнгри, Алданского и Алекминского районов. Сегодня закон нам позволяет в рамках ТАСЭР «Южная Якутия» площадки иметь и в Алданском районе, и в Алекминском районе, и ничего в этом катастрофического нет. Вот сейчас, например, ТАСЭР Кангаласы, который есть в городе Якутске, туда сейчас просятся территории из Хангаласского улуса, из Мегино-Кангаласского улуса. Так, закон это позволяет. Нам главное, чтобы вот эти предприятия, которые у нас здесь есть в Алданском районе, готовые реинвестировать, готовые стать резидентами ТОРа, они свои документы правильно оформили, и у нас уже есть предварительные договоренности с управляющей компанией ТАСЭР «Южная Якутия», с Минвостока. Минвостоком мы вчера разговаривали, у нас в Якутске был министр по развитию Дальнего Востока Александр Александрович Козлов, так, о том, что мы как раз будем масштабировать ТОР «Южная Якутия» и те проекты, которые у нас есть на территории прилегающих районов, это вот Алданский, Алекминский район, будем туда их прописывать. То есть они, грубо говоря, будут считаться резидентами этого ТАСЭР, но, конечно, вся их деятельность, она будет проходить здесь на территории Алданского района. Я считаю, что это будет гораздо более быстрее и эффективнее, нежели чем мы потратим там пару лет на то, чтобы оформить какие-то бумажные документы, на то, чтобы здесь организовать площадку под названием ТАСЭР Алданский, например. Да? А пока суть до дела, может, эти инвесторы, они уже уйдут в другой район или вообще в другой регион. Так не будут нас ждать, пока мы тут что-то начнем там кашу варить. Увиденное и услышанное в Алдане в дни празднования Эсеха Аланхо во время деловых встреч с руководителями промышленных компаний, в разговорах с простыми тружениками. Все это дает возможность Айсену Николаеву еще раз убедиться в правильности выбранных решений по дальнейшему развитию крупного промышленного района Якутии.